Семья Котеевых воспитывает 6 детей. Он местный депутат, она учитель сельской школы. Многодетные родители не понаслышке знают, как затратно собирать детей к школе. Потому Котеевы сами решили поддержать несколько малоимущих семей. У нас тоже много школьников. Как-то получилось, что затраты большие. Я так подумал, и остаются деньги, можно с кем-то поделиться. Может, кому-то это повезет, кто-то может поддержит, кто-то вспомнит, что у него есть сосед, родственник. У меня дети тоже разных возрастов, ученики. И у старших, и младших классов есть. Поэтому я должен обращать внимание, кто окружает моих детей. И этих детей я знал также, вот Мурзабекова. Поэтому я решил начать с тех, с кого я знаю сперва, а потом, может, еще кто-то увидит и поддержит. Сегодня Котеевы выбрали 2 семьи одноклассников своих детей. Тома Мурзабекова одна воспитывает дочек. Такое внимание для женщины непривычно, но очень кстати. Второй адрес. В этом полузаброшенном дворе живет семья Татриевых. У Луизы 4 детей. Сама женщина должна в скором времени уехать на лечение. А пока весь семейный бюджет уходит на скромный набор продуктов, оплату за съемный дом и лекарства. Как растянуть 12 тысяч на все нужды, женщина не знает. Вы уже успели, хотя бы детей, что-то купить для детей к 1 сентября? Или... Нет. Пока еще ничего нет? Нет. Обувь надо мне, рубашку надо мне, и обувь надо, другим, постель надо. Второклассник Тайсум вместе с сестрой с интересом разглядывает школьные принадлежности. Яркий пенал, карандаши, альбом. Даже захотелось пойти в школу, делится мальчик. Читать любишь? Да. Обещаешь в этом году на отлично окончить? Да. Роза Котеева работает учителем начальных классов. Она уверена, бедность может на всю жизнь оставить в сознании ребенка психологическую травму. Поэтому очень важно помогать многодетным и малоимущим семьям. 1 сентября эти дети, когда приходят в школу, вот они действительно даже смотрят, даже какие стерки, они сравнивают, какие у них стерки и какие у них карандаши. Даже в этом они различают себя. Но хотелось бы, чтобы эти люди не стеснялись бы, подходили, потому что если человек знает, в чем он нуждается, он сможет помочь, поделиться. Я, например, готова делиться всем, что у меня есть. Акция под названием «Собери ребенка в школу» не первый год проходит по всей республике. Каждый такой укомплектованный портфель в среднем обходится за 2-3 тысячи рублей. Деньги собирали благотворительные фонды, чиновники, а теперь и просто неравнодушные люди. В этом году основная волна по укомплектации подарочных портфелей начнется во второй половине августа. Уже сейчас сотрудники ведомств скидываются на благотворительное дело. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.